В эфире «Перекресток» – программа центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Тема выпуска – «Энергетический кризис в Центральной Азии». Жители Центральной Азии мерзнут. Экстремально холодная зима лишила жителей некоторых районных и областных центров стабильного газа и теплоснабжения. В городе Кызылкия на юге Кыргызстана не отапливается 70% жилых домов. Всего многоэтажек 127. Холодно везде – в учебных заведениях, жилых домах, больницах. Жители неотапливаемых домов используют электрические печи или те, что в народе называют буржуйками. Но и электричество часто отключают. Многие ставят самодельные печи. Семья Айгуль Эргешевой живет в квартире на 4-м этаже. 4-й год они отапливают жилье и готовят еду при помощи буржуйки. Она приделана прямо к вентиляционным трубам. Так они отапливают кухню, жилые 2 комнаты и ванную. Мешки с углем хранят на балконе. Тепла нет. Мы сами построили печку. Есть только вода, но в определенное время. Летом совсем нет воды. С марта-апреля отключают и только поздно осенью подключают. Система центрального отопления во многих районах Кыргызстана и Таджикистана перестала работать после распада Советского Союза. Население Таджикистана в основном полагается на электроэнергию, но зимой наступает ее дефицит. Власти вынуждены лимитировать электроснабжение. В селах свет горит всего несколько часов утром и вечером. Последние годы населению здесь организована продажа угля. Зима – неплохое время года, если у человека есть тепло. Сейчас все надеются согреть дома за счет электроэнергии. Они говорят, уголь пачкает дома. Но, к примеру, уголь греет целый день, и в доме тепло, и чай можно заварить. А если электричество отключат, люди выходят на улицу искать дрова. Газовый коллапс в Узбекистане в этом году обернулся трагедией для некоторых семей. Более 10 человек погибли в начале года от отравления угарным газом. В городе Зафарабад Джизакской области жертвами пожара из-за возгорания электрической печи стали 2 3-летних детей. Целая семья из 5 человек погибла в городе Андижан. Они жили в многоэтажном доме массива Кушарик, отапливали дом с помощью печки. Ночью из печки пошел угар, люди задохнулись. Об этой плачевной ситуации больше не могут молчать. В Самаркандской, Андижанской, Кашкадаринской области Узбекистана прошли мирные демонстрации простых жителей. Они требуют стабильных поставок тепла, газа и света. Правительство Узбекистана заявляет, что для внутренних нужд страны выделяется более 50 миллиардов кубометров газа. Но какая часть из этого объема подается к жилым домам простых граждан, остается неизвестным. По данным государственного холдинга «Узбекнефтегаз», в стране в год добывается около 63 миллиардов кубометров газа. Из них более 12,5 миллиардов кубометров газа экспортируются в Россию, Кыргызстан, Казахстан и Китай по цене, варьируемой в пределах $220–290 США. Энергетический кризис не обошел стороной и такие богатые ресурсами страны, как Казахстан и Туркменистан. Эти редкие фотографии из Туркменистана сделаны в селе Сарыджа. Оно находится в Марийской области и расположено на одном из крупнейших месторождений газа в Туркменистане. Часть села полностью отрезана от газоснабжения, а в другую поставки газа ограничены. Более 20 лет назад для граждан Туркменистана газ объявили бесплатным, но при этом сразу были утверждены лимиты бесплатного потребления голубого топлива. По официальным данным, в Казахстане природный газ сегодня поставляется в 9 из 14 областей. Но бывает и так, что центрального газоснабжения лишены жители некоторых районов крупных городов. Колдар Буркитов и Нурбек Оразакынов живут в городе Алматы в микрорайоне Шанарак-2. В прошлом году к их району подвели бытовой газ, но газификацией охвачены не все улицы. Большинство местных жителей по-прежнему отапливают свои дома углем. Они жалуются на загрязнение окружающей среды. Если вечером идти, то даже на расстоянии 1 метра не увидишь человека на дороге. Такой дым стоит. Белье на улице не сушим. Дома стираем, дома и сушим. Иначе все станет черным. Если нет газа, то есть дрова, хворост и кизяк. Их на вооружение взял Даулетхан Шойтанов, житель отдаленного села Шилекты в Актюбинской области на западе Казахстана. В области разведаны 25 месторождений нефти и газа, но лишь 20% населенных пунктов здесь обеспечены природным газом. Даулетхан Шойтанов нашел способ избавиться от зависимости от угля.
По профессии он инженер-металлург. В результате долгих экспериментов смастерил установку по выработке биогаза. Главный его компонент – навоз. Житель села Шиликты Шалкарского района Актюбинской области Даулетхан Шайтанов смастерил эту установку в прошлом году. Он надеялся, что сможет с ее помощью обогревать дом. Но в этом году зима выдалась суровой. В некоторые дни мороз достигал до минус 38 градусов. Пока же биогаза, вырабатываемого на установке, хватает для приготовления еды. Две цистерны, когда наполнил их навозом, с наступлением зимы продырявились. Затем мы по старой привычке начали топить печь углем, но цистерны залатал, они в рабочем состоянии. На вырабатываем в них биогазе кипятим чай, используем газ и для приготовления пищи. Для села, куда не проведен газопровод, это большое подспорье. Даулетхан Шайтанов перед наступлением больших холодов построил во дворе небольшую теплицу. Туда он и установил цистерну, наполовину зарыв в землю и обернув снаружи кошмой. Так навоз не замерзает. В Казахском национальном институте интеллектуальной собственности заявку для получения патента от Даулетхана Шайтанова приняли еще прошлой осенью. Но он говорит, что с тех пор нет никаких вестей из Астаны. Некоторые меня даже пугают тем, что патент ждут годами. Кто знает, может, пока я получу патент, до Шиликте проведут газопровод. Шиликте – село в 515 километрах от областного центра Актабе. Здесь газопровод не проведен. В настоящее время в Актюбинской области газопровод протянут лишь в 85 из 392 населенных пунктов. В 2012 году планировалось протянуть газопровод в 10 населенных пунктов. Для этого из государственного бюджета было выделено 3,6 миллиарда тенге. В список сел, куда планируют протянуть газопровод, Шиликты не внесли. И в ближайшие 3 года, как говорят местные чиновники, не планируется. Возможно, к следующей зиме казахский инженер Даулетхан Шайтанов сможет запатентовать свое изобретение, поставит его на поток. И его установка может послужить альтернативным источником обеспечения газом не только его соседей, но и жителей соседних центральноазиатских стран.